которой расскажет Амина Бокова. Вот эти решения, да, если вы их предлагаете, они должны быть построены по принципу SMART. То есть вы ставите конкретную, достижимую, понятную цель, предлагая конкретные решения для ее достижения. Развитие Ингушетии на ближайшие 20 лет. Тема авторского тренинга руководителя программы «Школа политических лидеров», директора экспертно-аналитического центра «РАНХИКС» и члена ряда экспертных советов при Комитете Государственной Думы России Николая Калмыкова. В течение 2 часов участники саммита должны представить свои инициативы, которые могут благоприятно повлиять на развитие республики, будь то изменения в законодательстве или издание конкретного указа или поручения. Ну а для начала ребятам предлагают перечислить все структуры, которые могут глобально повлиять на развитие региона. Наука, да? Да. У вас один университет? Университет один? ВУЗ. ВУЗ один. ВУЗ плюс ученые. От теории к практике участникам саммита предлагают разделиться на команды, а если точнее, на министерства и ведомства, и за 5 минут разработать свои проекты и инициативы, которые они хотели бы предложить главе Ингушетии Юнусбеку Евкурову. Как и в реальной жизни, автор тренинга сам назначает всех министров, а они, в свою очередь, набирают себе аппарат. Так, друзья, у вас министр будет... Вот. Друзья, а у вас министр, знаете, кто будет? Девушка. За столь короткое время незнакомым людям необходимо скоординироваться и корректно сформулировать свои предложения в единую программу. Задача, на первый взгляд, непростая, но в этом и суть тренинга – раскрепостить его участников для открытого и свободного обсуждения своих вопросов и презентации авторских проектов и идей широкой аудитории. Артем Цунаев представляет молодежный парламент города Волгоград, ну а сегодня он в роли министра экономического развития Ингушетии. Тем не менее, молодой человек не растерялся и быстро подготовил ряд инициатив, тем более, что в родном городе он как раз занимается развитием экономического сектора. Поддержка предпринимательства путем предоставления госгарантий. Нам необходимо контроль над проектами осуществлять от начала и по реализации постоянно контролировать, чтобы не было нецелевого расходования средств. У нас была очень хорошая команда. Мы работаем все в сфере экономики, и у нас есть свои наработки. Хотелось бы повысить уровень жизни в республике. А это невозможно сделать без инвестиций в регион. Соответственно, мы хотели сделать тарифное регулирование, чтобы в обмен на инвестиции мы делали скидки на энергоносители, льготы на налоги по имуществу движимому, недвижимому и прочее. А вот Олег Новотырев – участник из Северной Осетии, сегодня в роли председателя комитета по делам молодежи. Вместе с командой они выступают за ряд реформ в сфере образования, в том числе в области дистанционного обучения. И это далеко не все. Освобождение от уплаты налогов молодых предпринимателей, но это только для начала и только временно на 3 года. Данный тренинг, он крайне интересен на самом деле, потому что позволяет людям уже непосредственно себе прочувствовать уже определенную роль. И ты настолько уже вживаешься в эту роль, то есть ты испытываешь вот эти чувства, эмоции, что бесценно. Очень интересно. Я представлял Государственную Думу, то есть нужно было разработать законодательные акты, которые бы улучшили жизнь региона. Увлекательная игра, задача которой – моделирование деловых процессов по взаимодействию политических, государственных, общественных и бизнес-структур, называется проект «Интеграция». Является лишь частью большого авторского тренинга Николая Калмыкова, который называется «Интенсивный курс подготовки от школы политических лидеров», направленный в первую очередь на разработку и продвижение проектов в общественно-политической сфере. Я вижу действительно горячих, интересных ребят, которым рекомендую в первую очередь читать. Много работать с литературой, много работать с документами, с одной стороны. С другой стороны, мы все-таки еще занимаемся большим общественным проектом по системе наставничества, который сначала поддержал премьер-министр, и недавно, вы, наверное, слышали, поддержал президент Российской Федерации. И действительно, каждый человек, имеющий свою инициативу, свой проработанный проект, может найти себе сейчас наставника, который бесплатно будет его консультировать по его проектам. Мы этим тоже занимаемся. На этом тренинге программа саммита не завершается. Далее для молодых парламентариев проводит тренинг Кирилл Харитонов, заместитель председателя молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации. Я буду поднимать вопросы межпарламентского взаимодействия на молодежном уровне. Это проекты патриотической направленности. Каждый день горжусь Россией. Международные проекты «Тест по истории Великой Отечественной войны», «Тест по истории Отечества». Я знаю, что Республика Ингушетия ежегодно, 2 раза в год всегда принимает участие в этом федеральном, уже международном проекте, в котором принимают участие более 500 тысяч человек по всему миру на каждом мероприятии.
Это проект «Молодежная команда страны», которая готовит молодежь к выборным кампаниям муниципального уровня, регионального уровня, региональных законодательных собраний. Программа форума основана на опыте ведущих политических технологов и консультантов России, а также на анализе самых эффективных карьерных стратегий и успешных крупных проектов российской политики. В целом для молодежи нашего региона это уникальная, очень удобная, самая лучшая площадка для обмена знаний, опыта, взглядов, да и в целом многих других направлений. Что он даст, какие будут полезные моменты, то есть цели и задачи в целом, и что будет на выходе, будет видно в конце, в принципе, по факту, если говорить. И, соответственно, отсюда мы будем уже понимать, насколько необходимо проводить подобные политические мероприятия у нас в регионе среди нашей молодежи с приглашением молодежи других регионов. На сегодняшний день деловая часть саммита завершена. Молодые парламентарии отправятся на экскурсию в Джиракско-Асинский музей-заповедник, где расположено более 2000 объектов культурного и исторического наследия. Уникальные комплексы – это ингушские боевые башни, могильники и храмы. Амина Бокова, Адам Дулаков, Новости 24.